наши партнеры. Всех вас поздравляем от имени нашей группы Академии Успех Вместе с прошедшим праздником. И желаем вам успехов, здоровья, процветания в нашем бизнесе. Сегодня, кто у нас сегодня первый? Есть первый? Да, есть у нас первый раз. Значит, если первый раз есть, мы и про академию расскажем, и немножко про продукцию расскажем, про доход расскажем. Как настроение? Отличное. Будем проводить презентацию каждую субботу? Конечно. Тогда начинаем. Представляю вам лидеров Улан-Удэ, гости наши, которые приехали на тренинг самого Андрея Артуровича Шаура, и они специально остались на нашу городскую презентацию. Это бриллиант компании Саилма Баяндуева, бриллиант компании Светлана Будушерапова, без 5 минут бриллиант Елена Уланова. Прошу любить всех. И давайте предоставим слово Саилме Баяндуевой. Начинаем уже, у нас презентация уже начинается. В следующий раз давайте не опаздывать. Я точно говорю, в 11 часов мы будем закрываться и делать презентацию. Будете в коридоре стоять слушать. Ну давайте, начнем. Всем добрый день. Поздравляю, дорогие женщины, с праздником весны, с 8 марта. Желаю здоровья, благополучия, финансовой свободы. И сегодняшнюю нашу презентацию мы начнем с нашей любимой академии «Успех вместе». Потому что наша академия продвигает самые лучшие продукты в мире. И сейчас расскажем, наша партнер Елена Уланова расскажет про академию, как она устроена и как у нас продвигается бизнес именно благодаря Академии Успех Вместе. Всем здравствуйте. Также поздравлю всех женщин с праздником. Академия, да? Вот кто хочет сейчас зарабатывать большие деньги? Это здорово, когда вот есть такое вот желание, да? Именно вот хочу зарабатывать. В этой академии, в этой компании есть возможность зарабатывать большие деньги. То есть наш лидер Андрей Артурович Шаура, он говорит, что реально, если мы будем выполнять все его рекомендации, это абсолютно реально для каждого человека зарабатывать вот к концу года уже от 10 тысяч долларов. Это уже проверено, у него есть система, у него есть определенные рекомендации, да, к которым он нас ведет, и тренинги, обучение. Получается, сейчас, да, время меняется. То, что мы до этого времени получали, мы уже не привело нас к определенному успеху, да. У нас есть кредиты, у нас есть квартира, у нас ипотеки в основном, да. Машину мы не можем купить тоже своими, это часто бывает, что зарплата и работа по найму у нас не делает богатыми, да. И поэтому сейчас мы должны отбросить все то, что мы знали до этого, и сделать как бы трансформацию себя, да, не только на ментальном уровне, а на физическом уровне. Вот я обучаюсь в академии, я стараюсь выполнять все рекомендации наших наставников. И для меня примером является вот Айгуль Газезова, Айлита Мустафаева. Я думаю, все вы знаете, да, их? Кто не знает? Поднимите руки. Кто первый раз пришел? Не знаю. Вот двое, да, трое не знают. Вот Дорчи, покажите, может, Айгуль Газезова. Заходите. Не, она показывает проектор, не эту, видимо. Она проектор эту.
Расскажи. Вот Айгуль Газезова, да, она для меня является примером, потому что она работала на наемной работе бухгалтером. Всего за 2 года труда, за 1,5 года труда она вышла на доход более Сами потише 50 говорите там, более 50 тысяч долларов. Ну, то есть есть реальная возможность, уже люди, есть примеры, да, как люди достигают за короткий срок таких результатов. То есть и нам нужно сейчас просто вот идти за ними, выполнять вот именно то, что они говорят. Иногда вот даже я вот с Николаем Туршевым очень плотно сейчас консультируюсь, да, и он мне говорит: Лена, ты даже можешь не понимать, что нужно делать для этого, да, ну ты не понимаешь, зачем это нужно делать, но ты должна это делать. Говорит, я тоже, когда вот Николай Туршев у нас тоже лидер в Бурятии, тоже у него доход более 1 миллиона в месяц. И когда ему Андрей Артурович говорил какие-то делать шаги, он говорит: я не понимал, для чего это нужно делать. То есть мы тоже вот, некоторых есть сопротивление, да, ну, себя фотографировать не хотят, да, потом не хотят ролики, ну, тоже трудности, да, мы же не умеем еще говорить так хорошо, продвигать себя в соцсетях, стесняемся, да, это первое время, но это нужно делать. Если мы хотим вырасти, здесь, получается, нужно из себя сделать личность. Здесь, видите, даже не продукт, да? То, что продукт шикарный, это понятно. Но к вам люди придут именно на вас именно как личность. И поэтому мы должны себя полностью трансформировать. И вот пошагово Айгуль Газезова, вот как она говорит, у меня есть определенный алгоритм, который мы должны выполнять. Первое – это начать с себя. Вы согласны с тем, что нужно именно начать с себя? Да. Да. Когда вы прокачаете себя как личность, то есть вы начнете правильно питаться, да? Пить воду, правильно выполнять рекомендации, да? Продвигать себя, свою личность в соцсетях, тогда к вам начнут приходить люди, и вы начнете зарабатывать. И вот эта система, она работает. Уже сотни примеров есть по всей России. У нас в Бурятии уже много бриллиантов. Сколько у нас бриллиантов? Около 20, да? И представьте, какие у вас возможности здесь, в Якутске, да, стать бриллиантом. Потому что здесь еще нету никого. Поэтому мы готовы помогать друг другу, да? Мы готовы следовать за нашими наставниками, чтобы делать то, что они говорят. Вот что я понимаю из тренингов вот Айгуль Газезовой. Первое, да, вот прямо алгоритм такой есть. Как мы начинаем алгоритм, шаги, да? Первое. Утром встаем, делаем зарядку. Нет, зарядку, молитву, да? Молитва. Да, благодарность. Вот просто что я сегодня встала, что у меня дети, да, что у меня такой муж, там, ходит на работу, даже просто вот солнце, да, дождь пошел, снег пошел, холодно. Вот за все нужно благодарить, потому что благодарность это равно деньги. Вот это мы должны понять, это, видите, уже как бы такие духовные, я эти ценности говорю, потому что это начало, откуда мы должны измениться, трансформироваться, да? Поэтому нас учат так, и я также вам передаю то, что я понимаю, как я понимаю. И, значит, благодарность, то есть молитва, да? Я вот встаю утром и благодарю. Благодарю вот то, что я здесь, в Якутске, например, утром я встала, как здорово. Как здорово вообще путешествовать, да, куда-то ездить. Это уже мой 3-й приезд, но 4-й город уже вот, если считать с прошлого года, уже 4-й город, где я нахожусь. И путешествовать это здорово. Мне очень нравится здесь, в Якутске. Я хочу вернуться сюда. Вот. Обязательно вернемся, да, Сырма?
Вот. Мы вчера, кстати, так здорово погуляли, да, вот на этом ледовый, у вас есть тут ледовый парк, и мы там как дети вообще, вот, ну, это действительно, да, такая радость. Вот. Благодарим вот Дору Чемитовну за то, что она нас так приняла, да, за то, что она нас тут везде водит, ну, то есть это может быть у каждого. Вы почувствуете вот эту свободу, вот это вот именно желание, да, жить по-другому. Не так, как мы привыкли жить, да, а как мы привыкли жить. Работать по найму, да, привыкли, что, ну, пенсию, да, там нужно какую-то заработать. Там, привыкли, что кредиты надо, что какую-то крупную покупку кредит надо взять. А кредит это кабала, да? Это у нас даже вот в одном из тренингов я тоже слушала, что когда мы берем кредит, мы забираем энергию у себя. То есть постоянно мы в напряжении находимся, да? Как мы выплатим следующую выплату, как сделать, как, на что нам хватит, вот как заработать, да? Вот ищем вот эти возможности. И мне что здесь нравится в этой академии, что здесь может вырасти любой человек, независимо от возраста. Это все в голове, понимаете? Потому что Андрей Артурович говорит, вот даже если женщина считает себя старой, да, ой, я не смогу здесь, это интернет, это кнопки нажимать, это я не смогу. Ну, то есть уже как бы себе вот такую вот грань ставит человек. А есть же примеры, что женщины зарабатывают и 60, и 70 лет. Есть же у нас. Вот, Сылма, расскажите, вот Ханда Цыреновна, да, у нас, сколько ей лет? 64. 64 года. А у нас была акция, сколько она заработала? Где-то 3000, да, долларов? Ну вот 3000 долларов, пенсионер 64 года. Она просто убрала вот это свое «не могу», убрала вот этот свой возраст и приняла позицию ученика. Потому что то, что мы до этого знали, получается, нас не приводит к нашим мечтам. Вот о чем мы мечтаем? Обычно да, мы мечтаем же о хорошей жизни, о хорошем доме, да? У нас примерно, в принципе, у нас все мечты одинаковые. Мы хотим путешествовать, мы хотим обеспечить будущее своим детям, да? И вообще быть примером для детей, потому что дети только смотрят, мы не можем их воспитать. Ну вот, ты должен делать. Они смотрят на ваши действия, как вы живете, к чему вы пришли. И поэтому нужно самим стать примером для своих детей. Вот алгоритм, который вот я поняла от Айгуль Газизовой. Утром встали, благодарность. Второе, Вода. Зарядка. зарядку делать. Мы с Дорой Чемитовной встаем, зарядку делаем. Рассказали, как Чемитовна, сколько раз отжимаетесь? Нет, я после благодарности почистила зубы и съела капсулку, Капсулу, потом да? зарядку делаю. Да, капсулу выпиваем. И воды. Воды пьем примерно 2 стакана. Да, до и после. 2 стакана. Капсулу не глотаем, а именно жуем. Ну, это Светлана расскажет. Да? Разжевываем. Потом зарядку, да? Зарядка. И вот уже вот эти 2 действия напитали вас. Уже вы начали себя трансформировать. Да? По-другому уже начали себя чувствовать. Уже по-другому вы... И весь день ваш пройдет по-другому. Когда вы хотя бы вот эти 2 действия начнете выполнять. Третье. 7 раз в неделю мы должны находиться в академии. В академии. Почему мы должны 7 раз в неделю быть в академии? Обучаться. Обучаться. Потому что мы сейчас должны себя наполнить другим мышлением, новым мышлением. Мы должны... А где мы это все возьмем? Где мы возьмем вот общение с миллионерами, да? Ну, мы же так здесь, допустим, наше окружение какое, да? Вот посмотрите на наше окружение. Да? Если взять 5 человек, с кем мы общаемся, примерно у нас такой доход и есть. А мы окружение наше находим вот в академии. И у нас вот действительно меняется восприятие мира, да? Мы меняемся ментально, мы начинаем думать
вообще, что в жизни главное, и мы можем это передавать другим людям. Когда мы меняемся сами, обучаемся, начинаем понимать, что нужно жить по-другому, да, вещи какие-то начинаем понимать. Поэтому академия это как Андрей Артурович говорит, это ну как сказать, как Коран, да, для мусульман. Я вот это очень хорошо запомнила, что в Японии более миллиона людей-долгожителей, которые живут более 100 лет. Представляете? Потому что они начали думать о своем здоровье, они начали потреблять добавки, там какие-то новые технологии, да, применять своему здоровью. Поэтому не нужно здесь ничего бояться, здесь нужно просто выполнять действия и доверять наставнику, доверять себе, помогать людям, нести добро. И в академии